الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Дорогие братья, сегодняшняя наша тема, которую меня попросили раскрыть и обсудить эту тему, это вопрос следования мазхабов. Следование мазхабам. Откуда они взялись? Что оно такое? Мазхаб. И это суть ислама? Или же что-то другое, помимо ислама, который отдельно от сунната пророка, алейхиссалату вассалам? Вообще, в общем, раскрыть, что такое имамы мазхабов, что такое мазхабы, и что ученые ислама, всеми известные ученые ислама, вот их мнения некоторые я буду приводить. И что я хотел бы сказать здесь, вот этот вопрос мазхабов, следования мазхабам, это вроде бы известный вопрос был. Всем известный. Хиляфа в нем не было раньше, потому что кто не знающий спрашивает знающего. Но сейчас такое время смутное, когда даже общеизвестные вещи, как день, явные и ясные вещи, из них, вокруг них разными философиями, разными пустословиями, даже можно сказать, из глупых вещей построили как будто умное что-то и показали людям явные, ясные вещи, как будто это глубокое, неясное, какое-то темное. Вот так же, что такое мазхаб, кто такие имамы, кто такие мукаллиды, это были такие явные и ясные вопросы. Сейчас в нашей теме, когда мы будем рассказывать про мазхабы и приводить слова ученых, там есть терминологии, которые, конечно, каждой науке, которой хас, свои личные, особенные терминологии, немножко кому-то, который ничего не владеет, ничем не владеет в науках, конечно, ему в некоторый момент трудно будет, но придется, поскольку такие вопросы есть, нам тоже использовать эти термины и раскрыть как можно попроще их. Перед всем этим, дорогие братья, хочу сперва начинать с аята Всевышнего Аллаха, в котором Аллах Та'ала, Сурат Ан-Ниса, 59 аяте, обращаясь к нам, верующим, говорит: «А'удhu билляхи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, я айюхаллазина аману ати'у Аллаха ва ати'у ар-расуля ва улил амри минкум, فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم». Всевышний Аллах, обращаясь к нам, верующим, говорит в этом аяте: «О верующие, о те, которые уверовали, будьте вы покорными Всевышнему Аллаху, и также будьте покорными посланнику Всевышнего Аллаха Мухаммаду, алейхиссалату вассалам, ва улил амри минкум, и те, которые возглавляют вас. А те, которые возглавляют нас, нашей религии, это и есть имамы и ученые ислама. Если, говорит, какой-то между вами возникнет спорный вопрос, то эти вопросы вы этими вопросами обращайтесь к словам Всевышнего Аллаха, к Корану, и также его посланнику, говорит, если поистине вы из числа тех, которые уверовали в Аллаха и в судный день. Так поступать это для вас благо, говорит, и лучше для вас. Ва ахсану та'виля. Со стороны та'виля тоже это для вас лучше, говорит. В этом аяте, что Аллах Та'ала к чему призывает, нам понятно. Еще, дорогие братья, хочу привести хадисы пророка, алейхиссалату вассалам, которым пророк, алейхиссалату вассалам, призывает нас придерживаться к мнению джамаата мусульман. Кто такой джамаат мусульман? Аль-имам ат-Тирмизи, рахимахуллах, всем известный хадисовед, он говорит: «Аль-джамаату инда ахли аль-ильми
ахлюль фикхи валь ильми биль хадис. Аль-джамаа хадисов, которых мы будем использовать, это имеется в виду ученые ислама, обладатели фикха, обладатели понимания в исламе и обладатели наук, обладатели знаний в области хадиса, говорит. Пророк, алейхиссалату вассалам, в хадисе, который сообщает аль-имам ат-Тирмизи и также Ибн Маджа достоверным санадом, сообщает ан Умар ибн аль-Хаттаб, радийаллаху анху, от Умар асхаба. Ан Расулиллахи, саллаллаху алейхи вассалам, и Умар асхаб от посланника Аллаха Мухаммада, алейхиссалату вассалам, что он сказал: алейкум биль джамаа, вы придерживаетесь пути джамаата, ва иякум валь фурка, и вы остерегайтесь отделения от джамаата, говорит. Фа инна шайтана ма'аль вахиди, поясня шайтан бывает и находится, когда вот отделившимся человеком одним, ва хуа ма'аль миналь иснайни аб'ад, а если уже двое человек, от них уже подальше шайтан. Если трое, четверо, пятеро, 10 и больше, чем больше шайтан от них тоже дальше, говорит. Вот такое понимается. «Ваман арада бахбухат аль-джанна фальяльзамиль джамаа». Тот, который хочет оказаться в раю, пусть он находится вместе с джамаатом, пусть он следует мнению джамаата, ученых ислама. В другом хадисе, также аль-имам ат-Тирмизи от Абдуллах ибн Умар, радийаллаху анхума, от асхаба, сообщает, что он говорил: «Каля Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалама», что посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, сказал: «Инна Аллаха ла яджмау уммати аля ау каля уммата Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам аля далаля». Поясни, Всевышний Аллах не объединяет мою умму, говорит пророк, алейхиссалату вассалам, или же уммат мою Мухаммада саллаллаху алейхи вассалам сказал аля далаля, в заблуждении. На заблуждении уммат пророка, алейхиссалату вассалам, не объединяется. «Ваядуллахи ма'аль джамаа». И Аллаху Та'ала своим довольствием, своей помощью и заботой с джамаатом, говорит. «Ваман шадза шудза финнари». Тот, который отделился от джамаата мусульман, он отделился в ад, говорит. Также другой хадис, который сообщает и приводит Бухари и Муслим, рахимахум Аллаху Та'ала, عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أدئته أصحابه أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر. Другие мусульмане, когда спрашивали пророка, алейхиссалату вассалам, о благом, что является благом, что является добром, я спрашивал о плохом, говорит, что является плохим, что является грешным. Я про это спрашивал, говорит. И дальше вот так он рассказывает, это немножко длинный хадис, и дальше говорит. Пророк, алейхиссалату вассалам, когда рассказывает про будущее, что коснется мусульман, Хузайфа, радийаллаху анху, потом спрашивая его, говорит: «Вахаль ба'да залика шарри мин хайрин». После той беды, после того плохого состояния, которое постигнет мусульман, постигнет ли мусульман хорошее состояние потом, говорит. «Каля Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалама», «Наам», говорит, да, говорит, постигнет их. «Вафихим дахан», но не тот добро, которое было чистое от вреда, которое было раньше во времена асхабов, алейхим радийаллаху анхум аджмаин». Поэтому, говорит, будет добро, говорит, у мусульман, и хорошее состояние, но не такое чистое, говорит. Дахан, говорит, в нем будет. «Вама дахануху», а что же за дахан, который не дает ему быть чистым? Что же это, мутное, который мутит чистоту состояния мусульман, который постигнет их позже? Пророк, алейхиссалату вассалам, сказал: «Каумун яхдуна бигайри хадии». Появятся люди, которые наставляют других людей не моим наставлением, говорит пророк, алейхиссалату вассалам. «Та'рифу минхум ва тункиру», говорит, что-то от них ты будешь, то, что они делают, что-то тебе будет известное, то есть понятное, правильное что-то будет. «Ва тункиру», а что-то ты будешь инкар делать, говорит, отрицать будешь, ведь это же неправильно вот так. «Культу», я спросил: «Фахаль ба'да залика аль-хайри мин аш-шарри». После этого хорошего состояния, в которой какой-то степень мутности тоже есть, после этого постигнет ли мусульман плохое состояние?
коснется ли их плохое состояние. Каля, он сказал, пророк, алейхиссалату вассалам, наам, да, говорит. Дуатун аля абуаби джаханнама, ман аджабахум илейха, кадафуху фиха. Появятся люди, которые призывающие людей, будут люди, призывающие у ворот ада, говорит, призывать будут они к аду, к заблуждению. Тот, кто ответит их призыву, они будут толкать его в ад, говорит. Я спросил пророка, алейхиссалату вассалам, культу я Расул Аллах, сифхум ляна, опиши нам этих людей, которые будут призывать нас, стоят у ворот ада и призывать нас к аду. Каля, он сказал, хум мин джильдатина, эти люди из наших, говорит, как и мы, вот такие же люди, говорит. Ваятакалламуна би альсинатина, они будут говорить нашим же языком, такие же люди, как и мы, говорит. Культу, я спросил, фама та'мурни ин адракани далика яуму, чем ты мне советуешь, чем ты мне велишь, как мне поступать, когда вот если я окажусь в то время, смутное время. Пророк, алейхиссалату вассалам, сказал, тальзаму джамаат аль-муслимина ва имамахум. Ты будь и находись с джамаатом мусульман. Большинство ученых ислама, чего придерживается, вот с ними находись, говорит, и с их имамом, говорит, который возглавляет мусульман. Вот эти хадисы, дорогие братья, и такие же другие хадисы есть, в которых пророк, алейхиссалату вассалам, велит нам придерживаться большинства пути. Я к чему эти хадисы вам приводил, чтобы хоть кому-то известно, чтобы придерживались мнения большинства ученых ислама, потому что простые люди, которые не разбираются в науках, когда им кто-то приходит и хоть глупые вещи умными словами преподносят, могут попадать в заблуждение. Вот так и делает шайтан. Шайтан, когда мусульманин толкает в грех, он же не толкает, вот мусульмане видят этот грех плохим и толкаются к нему. Шайтан украшает ему это греховное. И вот этим путем его толкает к этому плохому. И поэтому люди, когда им украсили вот это плохое и неправильное, поэтому они не исправляются, говорит. Об этом Всевышний Аллах в Коране говорит, «А'удзу билляхи минаш шайтанир раджим, ва зайяна лахумуш шайтану ма кану я'малун». Часть этого аята, где Аллах Та'ала рассказывает про те народы, которые заблудились, когда Аллах Та'ала им посылал разные беды, они не исправились, не очнулись, не вернулись к пути Аллаха. Почему они так не очнулись и не исправились? Аллах Та'ала говорит, «Вазайяна лахумуш шайтану ма кану я'малун». Шайтан для них приукрасил то неправильное, и поэтому они не исправились, говорится. Для простых людей можно посмотреть на большинство ученых ислама испокон веков, чего придерживались, какого мнения придерживались, это можно для них как признак и аламат узнать, где есть истина, исходя из хадисов пророка, алейхиссалату вассалам. Перед тем, как вступить в нашей теме мазхабам, что такое иджтихад и кто такой муджтахид, и кто такой мукаллид, и что такое таклид, об этом коротко, что говорит имам Аль-Джувайни, имам Аль-Харамайн, который говорится, рахимахуллах. Аль-Муфти, муфти науки усул фикх, имеется в виду, это же самый муджтахид. Мин шарт аль-муфти, кто такой муджтахид и кто такой муфти? Его шарт приводит здесь. Мин шарт аль-муфти ва хуа аль-муджтахид ан якуна алиман биль-фикхи. Муджтахид, человек, ученый, достигший глубоких знаний и достигший до уровня иджтихада, это тот алим, который знает науку фикхи. Аслан ва фар'ан хиляфан ва мадхабан, который знает усул этого основы шариатского права фикхи, знает фуру' мас'алат, которые в этом фикхе, науке фикхи, знает хиляфы, какие разногласия есть ученых в каждом вопросе. Ва мадхабан, и знает мадхабы, мазхаб, который придерживается достоверное слово, это мазхабе. То есть знает правила фикха и усул фикха тоже. И знает также те фуру' мас'ала, отдельные мас'алаты, которые вытекают из этих правил. Также знает хиляфы тоже, чтобы и к чему пришли потом единогласие ученых ислама тоже должен узнать, чтобы не противоречить единогласию мусульман. Также он должен знать все необходимые науки, которые необходимы для него, для иджтихада. Арифан бима яхтаджу иляйхи фи истинбат аль-ахкам. Он должен знать те науки, которые необходимы для того, чтобы вывести шариатские нормы.
как наука, грамматика, люгат, ма'рифатур риджаль ар-равин, знать передатчиков хадисов, чтобы знать, какой хадис принимать, какой не принимать, какой из них макбуль, а какой из них маджрух. Также понимать должен тафсир аятов Корана, комментарии аятов знать, в которых приводятся ахкамы, и также валь-ахбар аль-варида фия, и также должен хадисы знать, чтобы во всем этом соответствовать Корану и хадису пророка, и суннату пророка, алейхиссалату вассалам, и чтобы не противоречить ему. А если же он глубоко не понимает Коран и не понимает хадис пророка, алейхиссалату вассалам, и не разбирается в науке хадис, он сам того не зная, он может противоречить этому же Корану, этому же хадису, думая же, что он сам находится на правильном пути. Поэтому необходимые науки для муджтахида говорят вот это. Из условий мустафти и есть мукаллид. Мукаллид, как здесь аль-имам аль-Джувайни говорит, что такое таклид? Таклид — это кабулу каули аль-каили биля худжатин. Принимать слова того, кто говорит эти слова, ученых, не зная их доказательства. То есть, не зная, на что опирается этот ученый ислама, муджтахид, принимать его слова, это действие называется таклидом. Вот мустафти тоже это все самое и мукаллид. Мукаллид и есть, и мустафти. Мукаллид, его условие, чтобы ему можно было делать таклид другому имаму, чтобы он сам должен быть не достигший до уровня иджтихада. Если мукаллид сам тоже достиг в этих науках уровня иджтихада, то, конечно, ему нельзя следовать за другим же муджтахидом, таким же, как он. Если у него есть те науки, если он обладает теми науками, которые необходимы для муджтахида тоже, то он должен свои науки, свои знания использовать для того, чтобы вывести шариатские хукму из Корана, из хадисов, так же, как и другой муджтахид. И ему валяйса лиль-алими ай муджтахиди ан юкаллида ли тамаккунихи миналь иджтихад, и нельзя, говорит муджтахиду, следовать за другим муджтахидом, говорит, и делать за ним таклид. И вот так насчет муджтахида пророк, алейхиссалату вассалам, в известном хадисе всем говорит: «Ман иджтахада фа асаба фаляху аджрани». Тот, который ученый, обладающий всеми науками, необходимыми для иджтихада, для того, чтобы извлекать шариатские хукмы, шариатские нормы из Корана, из хадисов, если кто обладает, он должен делать иджтихад сам. И если сделал иджтихад, и он попал в точку, если он правильный иджтихад у него оказался, пророк, алейхиссалату вассалам, говорит тому: фаляху аджрани, ему будет двойное вознаграждение, говорит, двойной аджра. А если же фаин иджтахада ва ахтаа фаляху аджрун вахид, а если он сделал иджтихад и ошибся в своем иджтихаде, тогда ему, говорит, одно вознаграждение за то, что он стремился узнать истину, говорит, и использовал все свои способности и все свои знания для того, чтобы узнать истину. Вот вопрос, хадис вот этого иджтихада, который призывающий иджтихаду муджтахидов, это касается вопросов фуру', то есть фикховских вопросах. Что каждый муджтахид мусиб, каждый тот, который сделал иджтихад, является мусибом правильным, когда говорится, имеется в виду в вопросах фикха, а не в вопросах вероубеждения, не в вопросах усуля. Об этом и говорит тоже аль-имам аль-Джувайни в своей книге «Аль-Варакат». Послушаем, что сказали ученые ислама про иджтихад и про таклид. Известный ученый ислама аль-имам аш-Шатиби, рахимахуллах, всеми признанный ученый аль-имам аш-Шатиби, рахимахуллах, он говорит в книге «Аль-И'тисам», 3 том, 250 страница, говорит в этой книге: «Инналь алима биш-шари'ати идha ттуби'a фи каулихи ва анқада ан-насу фи хукмихи фаиннама ттуби'a мин хайсу хуа алимун биха ва хакимун бимуқтадаха». Поистине ученый ислама, знающий шариат, если за ним кто-то следует и принимает его хукму, следует за его словом и за его решением, которое он выносит из Корана, из хадисов, поистине за ним он следует за то, что он является знающим шариат Аллаха, говорит, и за то, что он выносит хукму, исходя из шариата Аллаха, говорит, а не откуда-то с другого места, говорит.
Поистине говорит: «Фахуа фил хакикати мубаллигун ан Расулиллах. Инна аль-алима биш-шариати إذا اتبع في قوله وانقاد الناس في حكمه فإنما اتبع من حيث هو عالم بها وحاكم بمقتضاها لا من جهة أخرى فهو في الحقيقة مبلغ عن رسول الله المبلغ عن الله». Поистине этот алим, он говорит в сущности, на самом деле передает и доводит от посланника Аллаха Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям, который тот же самый сообщает и передает от Всевышнего Аллаха. Поэтому мы следуем за алимами и слушаем их. فيتلقى منه ما بلغ على العلم بأنه بلغ أو على غلبة الظن بأنه بلغ لا من جهة كونه منتسبا للحكم مطلقا. От этого алима принимается, потому что этот алим достиг до какого-то уровня в знаниях, говорит. Из-за этого у этого алима принимаются его слова. Или же за то, что мы знаем, что он так достиг этого уровня. Или же за то, что галабатуллан, преобладание нашего ланну, мнение, то, что он является обладающим знаниями. Из-за этого мы слушаем и собираемся вокруг алимов. А не за то, что он не является, который от себя выносит хукму, не следуя Корану и хадисам, говорит. Никто такое не имеет права, чтобы от себя выносить какую-то хукму, говорит. Пояснит, право выносить хукму, это, говорит, установлено только лишь, это право есть для шариата, который было ниспослано к посланнику Аллаха Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям. وَثَبَتَ ذَلِكَ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَحْدَهُ دُونَ الْخَلْقِ مِنْ جِهَةِ دَلِيلِ الْعِصْمَةِ. И это право принадлежит пророку алейхиссалату вассалам, вот комментировать, толковать шариат ислама и объяснять и доводить до людей шариат ислама, потому что он защищенный и безгрешный, защищенный от ошибок, и за то, что он безгрешный, говорит, из-за этого. Дальше говорит, я читаю, почему текст ученых ислама из этих книг, чтобы вам тоже было известно, кто из вас понимает арабский язык, о чем речь идет, и чтобы вы могли сравнить то, что мы говорим. Дальше, говорит, и аль-имам Шатиби в этой же книге говорит: «Фаидан аль-мукаллафу би ахками шариати ла яхлу мин ахади умурин саляса». Затем, говорит, каждый мукаллаф, разумный, совершеннолетний мусульманин, он находится в одном из трех состояний, говорит. Первое, внимательно надо слушать вот эти разделения его. Первый говорит: «Ан якуна муштахидан фиха». Первое состояние мусульманин может быть муштахидом, достигший уровня иштихада. Фахукмуху ма аддаху иляхи иштихаду фиха. Хукмы этого такого человека, который достиг до уровня иштихада, то, к чему приводит его иштихад, вот это для него и есть хукму шариата, говорит, в понимании Корана и хадисов пророка алейхиссалату вассалам. Он должен следовать своим знаниям, своему пониманию Корану и суннату пророка алейхиссалату вассалам, если же он достиг до уровня иштихада. Второе состояние, который может быть мукаллаф, ан якуна мукаллидан сарфан халиян миналь ильми аль-хакими джумлатан. Чтобы этот мукаллаф был мукаллидом, следующий за другим ученым, за муштахидом, который сам ничего не обладает, никакими знаниями не обладает, ноль, можно сказать, и следует за муштахидом. Этот мукаллид. Второе состояние. Вот для такого мукаллида фала будда лаху мин каидин якудуху. Для мукаллида, который не обладает знаниями, необходимыми для иштихада, для него необходим как путеводитель каид, который показывает дорогу, который разъясняет ему нормы шариата. Вахакимин яхкуму алейхи. Он нуждается в муштахиде, который выносит ему шариатские хукмы. Ва алимин яхтади бихи. И нуждается в алиме, за которым он должен следовать. Ва ма'лумун аннаху ла яхтади бихи илля мин хайсу хуа алимун бил ильми хаким. И всем известно, говорит, понятно, почему мукаллид, почему джахиль следует за алимом. Он следует за ним
за то, что он обладает теми знаниями, необходимыми для вынесения шариатского хукма из Корана, из хадиса. Именно из-за этого за ним следует, говорит. وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ, и доказательство для этого, как он говорит, أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ أَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ الْعِلْمِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ اتِّبَاعُهُ وَلَا الْإِنْقِيَادُ لِحُكْمِهِ. Если же какой-то мукаллид, человек, следующий за кем-то другим, если он знает, тот, который, за кем он следует, не обладает достаточными знаниями для извлечения шариатских норм самостоятельно из Корана, из хадиса пророка, алейхиссалату вассалам, из сунната пророка, алейхиссалату вассалам, то ему нельзя, говорит, не дозволяется ему за ним следовать. «Лам яхилля лаху иттибауху, валал инкияду ли хукми», и также не разрешается ему следовать за его решением, который он понимает из Корана, из хадисов. Дальше говорит он, «Ля ясиху», то есть вот у него, когда следует за каким-то алимом, у него должно преобладаемое мнение быть, что он понимает Коран и хадис и правильно выносит шариатский хукм из Корана, из хадисов. Или у него должен быть галабатул зан, или же он должен уверенно знать, что он так, что он такой. Дальше говорит, «Балла ясиху ан яхтура бихатири л-аммии вала гайрихи таклиду л-гайри фи амрин ма ильмихи би аннаху лайса мин ахли залика л-амри». Даже не то, что не дозволяется, и не дозволяется, говорит, и сверх того еще не считается действительным, чтобы в убеждении простого человека, который не обладает знаниями, чтобы у него такая мысль пришла, что тот, за кем он следует, не обладает знаниями. Если у него такая мысль приходит, что вот мнение, за которым он следует, неправильное, то его следование не считается действительным. كما أنه لا يمكن أن يسلم المريض نفسه إلى أحد يعلم أنه ليس بطبيب إلا أن يكون فاقد العقل. Он потом пример приводит, имам Шатиби, рахимахуллах, простой для нас. Например, нормальный, разумный человек, зная, если он заболел, и нужно, например, ему сделать операцию, скажем, он себя таслим делает, он ложится ли перед этим джахилем, зная, что он ничем не владеет в знаниях медицины и не умеет, ни разу не держал скальпель, например. Нормальный, разумный человек ложится ли перед ним, чтобы он резал его на части? Нет же, говорит. Вот так же, как разумный человек не ложится вот перед джахилем, чтобы он его оперировал, вот так же нормальный человек не следует за джахилем, который не обладает достаточными знаниями в выведении шариатских норм из Корана и из сунната пророка, алейхиссалату вассалам, говорит. وإذا كان كذلك فإنما ينقاد إلى المفتي من جهة ما هو عالم بالعلم الذي يجب الانقياد إليه لا من جهة كونه فلانا أو فلانا أيضا. Также отсюда ясно говорит, что мукаллид, следующий за кем-то другим, не зная его доводов, не следует за ним, кроме как за то, что он обладает знаниями в области иджтихада, а не за то, что он такой-то, например, имя его такое-то, за то, что имам Шафи'i, как человек просто, а не как знающий. Не за то, что как имам Абу Ханифа, рахимахум Аллах, вот, не из-за этого, не из-за личности, как тело, а за их знаний, и за их праведность, и из-за их, вот из-за их знаний, вот это имеется в виду, из-за их доверенность среди уммата. وهذه الجملة لا يسع الخلاف فيها عقلا ولا شرعا. Вот в этом вопросе, что мукаллид должен следовать за муштахидом, невозможно, чтобы был хиляф, говорит, разногласия. Не логически, говорит, недопустимо, чтобы было в этом разногласие, валя шар'ан, ни с точки зрения шариата тоже недопустимо, чтобы было в этом хиляф. Чтобы не обладающий следовал за обладающим знаниями в вопросах иджтихада. И третья категория людей, мукаллафов в вопросах шариата, ан якуна гайра балигин маблагаль муштахидин. Вот здесь некоторые люди путаются и называют его муттаби'ан. Делят мукаллафов на три: муштахид, мукаллид, муттаби'и, говорит. Вот третья категория людей, хотя муттаби'а такого нету, и как дальше, иншаллах, объяснять будут ученые ислама. Третья категория: ан якуна гайра балигин маблагаль муштахидин. Человек, не достигший до уровня муджтахидов. Лакиннаху, но этот человек яфхамуд далиль, понимает далиль, если читает далили ученых,
имамов, он понимает их далили. ويصلح فهمه للترجيح بالمرجحات المعتبرة في تحقيق المناط ونحوه. И он обладает пониманием, и который ему дает возможность предпочитать, какое мнение сильнее, чем другое, известными мураджихатами. Вот эта категория, третья категория людей. فَلَا يَخْلُ أَنِ إِمَّا أَنْ يُعْتَبَرَ تَرْجِحُهُ أَوْ نَظَرُهُ أَوْ لَا. Тогда вот его предпочтение, вот принимается ли его такое предпочтение в шариатских нормах, или же не принимается? Вопрос говорит. فَإِنْ اعْتَبَرْنَاهُ, если же мы будем рассматривать его предпочтение и будем принимать его, тогда сара он мисляль муштахиди фи заликаль ваджхи. С этой стороны он будет как муштахид, говорит. Валь муштахиду иннама хуа табиун лиль ильми хаким, говорит. Он как муштахид, который он следует за своим ильмом, который ему диктует, что надо делать, говорит. Надирун нахваху, он будет смотреть, куда ему шатраху. Фаллази юшбихуху кадалика. То есть он, если дошел до уровня муштахида, он тогда будет как муштахид, говорит. Если он обладает на самом деле вот теми знаниями, которыми он может делать предпочтение над араами, над мнениями ученых имамов. А если же мы не будем считать и принимать его предпочтения, которые он дает в разных мнениях, он возвращается тогда на степень аммия, говорит, простого человека. А простой человек а простой человек следует за муштахидом за то, что тот муштахид использует свои знания, необходимые для выведения шариатских норм из Корана, из хадисов. Также тот, который, как он мукаллид, если он как мукаллид, значит он будет, его хукм тоже как у мукаллида, то есть следовать должен за муштахидом. В любом случае, вот третья категория людей, он возвращается одному из них, первым двум. Если он дошел до уровня иджтихада, то он муштахид. Если он не дошел до уровня иджтихада, то он мукаллид, который должен следовать за муштахидом. Вот так имам Шатиби радийаллаху анху возвращает их. Дальше прочитаем, что говорит аль-имам Из бин Абдиссалам, султан уляма, который называется, рахимахуллах, шафиийский ученый, известной своей книге «Каваид аль-Ахкам», говорит, в втором томе, 135 странице. Нельзя никому делать таклид за кем-то, за которым нам не повелено, чтобы мы за ним следовали, говорит. То есть нельзя следовать мукаллиду, кроме как за муштахидом, имеется в виду, как понимается. Например, муштахиду дозволяется ли следовать за муштахидом? Не дозволяется, как мы сказали. Это из примеров, в которых не дозволяется делать таклид. Или же, например, муштахид, который достиг до уровня иджтихада, дозволяется ли ему следовать за любым асхабом, за любым мнением асхаба? Нет, говорит, он должен использовать свой иджтихад и взвешивать, говорит, Коран и хадисы пророка, и суннат пророка, и также слова других асхабов тоже. И по нему выносит решение. И поэтому нам тоже, мукаллидам тоже, когда видит, что какой-то асхаб сказал что-то или поступал так-то, нам просто взять это слово и следовать ему как мазхаб, нам тоже не дозволяется. Он потом дальше говорит, а кто не дошел до уровня иджтихада, а вот простые люди, их обязанность это следовать за муштахидами, иджтихад за то, что они бессильны выводить шариатские нормы путем иджтихада, говорит. Отличие муштахида, поскольку он является обладающим знаниями, необходимыми, чтобы выносить шариатские решения из Корана, из сунната пророка, алейхиссалату вассалам. Дальше вопрос, если какой-то человек следует за одним из имамов, мазхабов, можно ли ему переходить от этого имама к другому имаму в другом вопросе? Разногласия, говорит, есть в этом, и достоверное слово, то, что мы подробно расскажем, говорит. Если же этот мазхаб, к которому он переходит, по его мнению, не принимается, если по мнению первого ученого, первого муштахида, считается вот второе мнение недействительным,
то ему нельзя переходить, говорит, на тот хукм. Если там недействительный хукм, говорит. Она не опровергается, кроме как за то, что это является батилем, говорит. Если оба мазхаба, они близкие друг к другу, то можно переходить из одного к другому, говорит. Со времен асхабов и до наших времен, говорит, и до 4 мазхабов и до наших времен, которые он говорит, Мусаниф рахимахуллах, все мусульмане, говорит, которые не достигли до уровня иштихада, следовали за муштахидами, говорит, и никто не делал инкар, говорит. Это единогласно дозволялось, говорит. Если же переходить от одного мазхаба к другому мазхабу, если бы это не дозволялось, говорит, то эти асхабы и табиины и другие ученые ислама, то они бы инкар делали, говорит, в этом. Слова Аш-Шах Валиюллах ад-Дахлави в книге Аль-Инсаф, 53 страница, и также в книге Худжатуллах аль-Балига, 1 том, 132 странице говорит: «Инна хади аль-мазахиб аль-арбаа», эти все 4 мазхаба аль-мудаввана, которые сейчас полностью все главы, которые есть в книгах, и все вопросы, которые охватили, правила, которые установленные. Хотя вопросы, каждый раз новые вопросы тоже появляются со временем. «Кадиштамаат аль-умма», говорит, уммат объединился, говорит, исламский, а уман ю'тадду бихи минха, или же те, которых их объединение рассматривается, аля джавази таклидиха, что можно за этими 4 имамами следовать, иля яумина хада, до нашего времени. «Ва фи залика мин аль-масалихи ма ла яхфа», и сколько пользы есть для мусульман и для ислама в этом, это для всех очевидно, говорит. «Ла сиема», особенно في هذه الأيام التي قصرت فيها الهمم جدا وأشربت النفوس الهوى وأعجب كل ذي رأي برأيه. Особенно в наши дни, говорит он, когда химматы людей ослабели, говорит, химматы мусульман ослабели очень, говорит. И также люди стали больше следовать за своими страстями, и говорит. И каждый человек считает себя лучшим, и сам каждый человек самовлюбленный, что ли, говорит. Сейчас много стало самовлюбленных, тоже говорит. Дальше говорит в этой же книге, 124-125 странице: «Вакайфа юнкиру хада ахадун, маа анна аль-истифтаа валь-ифтаа лам язаль байна аль-муслимина мин ахди набии саллаллаху алейхи вассалам». Так как же может кто-то отрицать таклид, исследование за имамами, если же это было, говорит, со времен пророка, алейхиссалату вассалам? Были те, которые спрашивают, и были те, которые отвечают спрашивающим, обладающие знания тоже были, говорит. «Валя фарка байна ан ястафтия хада даиман ау ястафтия хада хинан вадака хинан». И нету разницы, говорит, постоянно во всех вопросах спрашивать одного ученого, дозволенность этого, и также в дозволенность того, что в одном вопросе следовать за одним ученым, в другом вопросе следовать за другим ученым. И этот, и другой же разрешается, говорит. «Валям ну'мин бифакихин ба'да ан якуна мужмиан аля ма закарна. ولا فرق بين أن يستفتي هذا دائما أو يستفتي هذا حينا وذاك حينا بعد أن يكون مجمعا على ما ذكرنا. كيف لا ولم نؤمن بفقيه أيا كان أنه أوحى الله إليه الفقه وفرض علينا طاعته وأنه معصوم». Ведь мы же, говорит, никто из верующих людей не уверует, что Аллаху Та'ала каждому из этих имамов не спасал вахи. Никто такой не сказал, говорит, что Аллаху Та'ала послал новое откровение к этим факихам. И никто не сказал, что Аллаху Та'ала отдельно, вот конкретно этому человеку вот так следовать, что такой фарз сделал, никто не сказал. И также никто не сказал, что каждый из этих имамов безгрешен и безошибочен. Такой маасум тоже никто не сказал, говорит. فإن اقتدينا بواحد منهم فذلك لعلمنا أنه عالم بكتاب الله وسنة رسوله. Если же кто-то из нас следует за каким-то имамом, то это, говорит, делаем мы за то, что мы знаем, что этот ученый, за которым мы следуем, этот имам, что он обладает знаниями Корана и также знаниями сунната посланника его Мухаммада, алейхиссалату вассалам. فلا يخلو قوله إما أن يكون صريح الكتاب والسنة أو مستنبطا عنهما بنحو من الاستنباط أو عرف بالقرائن أن الحكم في صورة ما منوطة بعلة كذا. Если мы за каким-то ученым следуем, значит за то, что он обладает знаниями Корана и сунната пророка, алейхиссалату вассалам. Поэтому его решение, говорит, выносится или же прямо
из китаба и сунната говорит, из сарих, из явных аятов Корана и сунната говорит. Или же извлекается из этих аятов и сунната пророка, алейхиссалату вассалам, одним из видов истимбата, который известны в науках усул. Или же это мы узнали по каким-то каринатам, обстоятельствам, что здесь известные обстоятельства приводятся в книгах усул и каваид аль-фих и так далее, что здесь определенный шариатский хукм такой-то, по обстоятельствам и по сравнению, по киясу на другие вопросы, в которых есть сарих аль-китаб и сунна, в которых есть нассу, говорит. Эти слова имам Валиюллах ад-Дахлави. Здесь я написал слова Ибн аль-Кайима, рахимахуллах, которого больше придерживается, вроде бы говорят, что придерживаются те, которые не признают мазхаба или не хотят признать мазхаба. Или же говорят, что признают мазхаба, но на самом деле не следуют мазхабам. Вот некоторые вопросы, которые задавали Ибн аль-Кайиму, рахимахуллах, и ответы этого Ибн аль-Кайима, рахимахуллах. В книге А'лям аль-Мувакки'ин, автором которого является Ибн аль-Кайим аль-Джаузия, в 4 томе, 234 странице, вопрос ему задается аль-файда ат-тамина валь-арбаун. عند الرجل الصحيحان أو أحدهما أو كتاب من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم موثق بما فيه فهل له أن يفتي بما يجده فيه. Вопрос такой спрашивает его. Если кто-то обладает двумя достоверными сборниками Бухари и Муслим, или же одним из этих сборников Бухари и Муслим, или же другими достоверными источниками сунната пророка, алейхиссалату вассалам, вот этому человеку дозволяется ли выносить шариатский хукм, фатва из этих хадисов по своему пониманию? Такой вопрос задали Ибн аль-Кайим, рахимахуллах, и он отвечает: «Вассавабу фи хадил мас'аля ат-тафсил». Правильный ответ в этом вопросе, подробность, который он приводит, тафсиль. فإن كانت دلالة الحديث ظاهرة بينة لكل من سمعه لا يحتمل غير المراد فله أن يعمل به ويفتي به, говорит. Если же тот смысл, на который указывает хадис, явный, очевидный для каждого, кто слушает, и другого ихтимала, другой ма'на не может быть, фалаху ан я'маля бихи ва юфтия бихи, тогда ему дозволяется амал делать этим хадисом, и он может этот хадис передавать, этот же хадис фатву сказать другим. Очевидные вещи, например, как вопрос, например, скажем, хадис пророка, алейхиссалату вассалам: «Ман кана ю'мину биллахи валь яумил ахири фальюкрим дайфаху». Тот, который уверует в Аллаха и в судный день, пусть почитает своего гостя. Также, например, «Ман кана ю'мину биллахи валь яумил ахир фальюкрим джараху». Тот, который уверует в Аллаха и в судный день, пусть почитает своего соседа. А также, например, запретность чего-то, открытый, например, есть запретность. Вот такие очевидные вещи. Другой, ма'на, который не может быть, то ему дозволяется, говорит, амал делать этим хадисом и говорит этот хадис и хукм этого хадиса другим. «Валя ютлабу тазкияту лаху мин каули факихин ау имамин». И он не должен, от него не требуется, то есть, чтобы он в этом вопросе, что сказал факих или имам, спрашивать, говорит. Это опять когда? Если он обладает какими-то знаниями, как он дальше расскажет. Не нужно здесь спешить. И говорит, для него балил худжату каулю Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалам, для него является худжатом слова пророка, алейхиссалату вассалам, посланника Аллаха. Ваин канат далалату хафиятан. А если же смысл, тот, на который указывает хадис, является скрытым, ла ятабайяну мурада минха, конкретный мурад этого, конкретный смысл этого хадиса, если не очевидный, есть вероятность, что может быть и там другой ма'на тоже, и другой мурад, тогда, говорит, в этом случае лам яджуз лаху ан я'маля, ему не дозволяется амал делать этим хадисом. Валя юфти, и также ему не дозволяется выносить фетву, исходя с этого, бима ятавахамуху мурадан, то, что ему кажется, что это является мурадом
пророк, алейхиссалату вассалам, исходя с этого, выносит фатву, ему не дозволяется. Хатта яс'аля, пока он не спросит, ваятлуба баян аль-хадис ваваджаху, пока он не будет искать разъяснение этого хадиса, и что здесь имеется в виду конкретно, не узнает. Не дозволяется ему амал делать, и не дозволяется ему фатву давать, исходя своего понимания. Суммакаля, дальше говорит Ибн аль-Кайим, вахада куллюху, то, что мы сказали, вот эти два случая, если смысл хадиса очевидный и когда смысл хадиса скрытый, и ихтимал, там другой мана, когда есть, это когда идакана самата нау ахлия, какой-то, если способен, какой-то, если какими-то он знаниями обладает, вот тогда, говорит, ему можно для себя амал делать, когда даже очевидный мана хадиса говорит. Валякиннаху касирун, но если он не обладает достаточными знаниями фи ма'рифатил фуру', в понимании фуру' мас'ала, и также каваид аль-усулиин валь-арабия, и также он достаточными знаниями не обладает в правилах науки усул фикхи и арабского языка. Тогда, если он хоть немножко обладает, вот тогда он может, вот где явный смысл хадиса, это использовать. وَإِذَا لَمْ تَكُنْ ثَمَّةَ أَهْلِيَّةٌ قَطْ. А если нет никаких способностей, не обладает никакими знаниями в шариатских науках, это касается большинства мусульман, джумхур мусульман. Фафардуху, четко, ясно говорит Ибн аль-Кайим, рахимахуллах, его обязанность, ма каляху Аллаху Та'аля, то, что Аллаху Та'аля сказал ему. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим. Фас'алу ахля дзикри ин кунтум ла та'ламун. Если же вы не обладаете знаниями, Аллаху Та'аля говорит, велит здесь, чтобы вы спрашиваете тех, которые обладают этими знаниями, говорит. То есть, те люди, которые призывают простых людей, которые ничего не знают из арабского языка, ничего не знают из правил усул фикхи, ничего не читали из науки фикхи, те люди, которые даже если спросить, не могут перечислить арканы намаза, не могут перечислить то, что нарушает омовение, аркануль вуду, не знаю, арканы омовения, которые не знают. Даже если хоть некрасиво, даже не знают элементарно, как делать истинча правильно, не интересовались этим. Вот такие люди, когда именно хотят узнать, что вот этот хадис, его такой мана, какой у него аят, а здесь это имеется в виду, а это не имеется в виду, начинают обсуждать смысл аятов, смысл хадисов, шариатские нормы, извлекать по своему умозаключению из них, это ни в коем случае не дозволяется. Вот об этом говорит здесь Ибн аль-Кайим, рахимахуллах, четко ясно. Даже элементарные хадисы, которые кажутся элементарными, для мутааллима, которые очевидны, даже вот который я сказал хадис. «Ман кана ю'мину биллахи валь яумил ахири фальюкрим джараху». Кто вот хотя бы это понимает, необходимо же хоть какое-то знание арабского языка иметь. Не так ли? Необходимо. Поэтому говорится, чтобы элементарные, ясные хадисы тоже объяснять, должен элементарные знания какие-то иметь. А кто вообще не обладает знаниями, тогда он должен следовать велению Аллаха, в котором говорит: «Аузу билляхи минаш шайтанир раджим, фас'алу ахля дзикри ин кунтум ла та'ламун». Другой вопрос, тоже очень актуальный, именно я его слова взял Ибн аль-Кайим, рахимахуллах, потому что это всеми признанный. В этой же книге «А'лямуль муаки'ин», 4 томе, 237 странице, отвечая на вопрос, говорит на другой вопрос. Вопрос такой: «Халлиль муфти ан юфтия бигайри мазхаби имамихи». Дозволяется ли муфтию, который выносит шариатские хукмы, выносить фетву не по своему мазхабу, не по мазхабу своего имама, а по другому мазхабу? Ибн аль-Кайим, рахимахуллах, передает от Аби Амр ибн Салах, рахимахуллах, ученый, хадисовед тоже он, известный ученый Ибн Салах, рахимахуллах. Он сказал: «Ваман ваджада хадисан юхалифу мазхабаху», говорит. Ибн Салах, рахимахуллах, говорит, как сообщает от него и передает Ибн аль-Кайим, рахимахуллах. «Ваман ваджада хадисан», тот человек, который нашел какой-то хадис, юхалифу мазхабаху, который противоречит его мазхабу. Что он должен делать? «Фаин камулят алатуль иштихади фихи мутлакан». Если же он обладает
всеми необходимыми знаниями для полноценного иджтихада, то есть для выведения шариатских норм прямо из Корана и из хадисов. Для иджтихадуль мутлах, если он обладает такими знаниями, или же фи мадхаби имами, или же если он обладает знаниями, необходимыми для иджтихада в мадхабе, как муджтахидуль мадхаб, как имам Навави рахимахуллах. Фи залика науи, или же в этом виде вопросов, если он обладает необходимыми знаниями для иджтихада, фи тилькаль мас'аля, или же в конкретном мас'алате, в этом, если он обладает необходимыми знаниями для иджтихада, известными в науках усул фикхи, тогда для этого человека, достигшего иджтихада, фал'амалу бидалика аль-хадиси ауля, для него лучше следовать амал делать этим хадисам, говорит. Если же он обладает, как он сказал, необходимыми знаниями для иджтихада. Ва ин лам такмул алату, а если он полноценными знаниями для иджтихада, если он не обладает, ва ваджада фи кальбихи хазазатан мин мухалафат аль-хадиси, ба'да ан бахаса, фалам яджид ли мухалафати индаху джавабан шафиян, фальянзур. Дальше. Смысл. А если же он не обладает достаточными знаниями для иджтихада, но оставит этот хадис видит, который противоречит мнению своего мазхаба, говорит, мнению своего имама, который обладает необходимым знанием для иджтихада. Этот хадис противоречит, и его сердце не успокаивается, когда видит этот хадис, оставлять его. После того, как он поискал и не нашел выход, говорит, почему его не нашел выход, почему его имам оставил этот хадис, не нашел объяснения, тогда Джавабан Шафин, который успокаивает сердце, если объяснение не нашел в своем мазхабе, почему он оставил этот хадис, тогда фальянзур, пускай такой человек смотрит. Дальше. Халь амиля бидалика аль-хадиси имам мустакилун амля. Этим хадисом, который он увидел, делал ли амал другой муджтахид мутлак, самостоятельный муджтахид, который достиг до уровня муджтахида мутлака. Делал амал этим хадисом или нет? Вот на это пускай посмотрит, говорит. Фаин ваджадаху, если же он найдет, что другой муджтахид мутлак делал амал этим хадисом, который ему кажется достоверным, фаляху ан ятамадхаба бимадхабихи фил амали бидалика аль-хадис. Тогда этот человек имеет право следовать мазхабу того имама, который взял этот хадис. Смотри, что говорит. Не следовать этому хадису, а следовать имаму, который взял, следовать мазхабу того имама, который взял этот хадис. Ва якуну узран лаху, говорит, фи тарки мазхаби имамихи фи залика валлаху а'лям. И если он вот так поступит, то это является для него узром, оправданием для оставления своего мнения, своего имама, вот следование этому хадису или же не следование. Вот так говорит валлаху а'лям аль-имам Ибн Кайим аль-Джаузий рахимахуллах. Ясно говорит. Если даже он увидит хадис, то он должен следовать, смотреть, есть ли какой-то другой имам мустакиль, муджтахид мутлак, который взял этот хадис или нет, говорит. Почему, если раз все имамы муджтахид мутлак, которые мустакиль имамы, если этот хадис есть достоверный, который тебе кажется достоверным, и если его оставили, есть, значит, какое-то объяснение, как он дальше в других местах говорит, ученые, в том числе и Ибн Кайим рахимахуллах, почему они оставили это. Есть у них для этого объяснение. И причина, которую ты не знаешь. Поэтому, говорит, если другого какого-то имама нет, который следует за этому хадису, тебе нельзя оставлять мнение ученых ислама и по своему умозаключению взять этот хадис и делать по нему амал. Дальше еще говорит он, 50-я страница, 50-й Аль-Файдатуль Хамсун говорит, 50-я польза. В этой же, 4-м же томе, 237-й, после него, который мы сказали, дальше говорит, هل للمفتي المنتسب إلى مذهب إمام بعينه أن يفتي بمذهب غيره إذا ترجح عنده. Дозволяется ли муфтию, который относит себя к мазхабу одного из имамов конкретного, дозволяется ли ему выносить фетву по другому мазхабу, если возле него
предпочтительным, то есть более достоверным считается тот мнение. Дозволяется ли ему выносить фетву по другому мазхабу? Такой вопрос. Он отвечает: «Ин кана саликан сабиля залика аль-имами фил иджтихади ва мутабаати ад-далили, фалаху ан юфтия бима тараджаха индаху мин каули гайрихи». Если же этот же муфти следует за тем имамом в иджтихаде его, того другой, который взял это мнение, в иджтихаде за ним, если следует, и в далилях тоже, если за ним следует, то он имеет право, тот, который достоверным ему кажется, по нему же он тоже выносит фетву, говорит. Имеет такое право. То есть, мы знаем, есть адилля аль-муттафак алейха, все, которые признали, далили есть, на которые опираются все муштахиды, все имамы. Это аль-китаб, ас-сунна, аль-иджма', аль-кияс. Аль-адилля аль-муттафак алейха, аль-китабу, ва-суннату, валь-иджма', валь-кияс. Это муттафак алейха. А есть адилля аль-мухталаф фиха. Далили, который взял один из имамов, а другой имам это в качестве далиля не взял, третий взял какой-то далиль, а четвертый не взял. Вот такие адилля есть каждого из имамов, которые взяли. Это далили, которые есть в них разногласия среди имамов. Например, приведем вот истисхаб, такой далиль есть, взял его аль-имам аш-Шафи'i. Например, аль-истихсан, это в качестве далиля взял аль-имам Абу Ханифа, рахимахуллах. Амалу ахли Мадина, вот такой далиль называется. Это взял аль-имам Малик, рахимахуллах. И так, другой не взял. Вот такие есть вещи, которые одни имамы взяли, другие не взяли. Это адилля. Если вот этот муфти следует в далилях, следование за далилями, за этим ученым в другом мазхабе, который является, если по нему следует выведение шариатских норм, то он имеет право выносить фетву, исходя из того, что возле него считается достоверным, раджихом. وإن كان مجتهدا متقيدا بأقوال ذلك الإمام, а если же он мужтахид мукайяд, как мужтахид аль-мазхаб, как имам Навави, который делал иджтихад внутри мазхаба имама Шафи'и, рахимахуллах, ла я'духа иля гайриха, и который не переходит на другие мазхабы имамов, факад киля, по этому поводу сказано следующее: ляйса ляху ан юфтия би гайри каули имамихи, что он не имеет права выносить хукму, кроме как выносить фетву, кроме как по слову своего имама, говорится. Фаин арада залика, если же он хочет сказать, ответ ему: хакаху ан каилихи хикаятан махда, если другой мазхаб, он хочет мнение другого мазхаба сказать ему, не как в качестве фатва от себя, а как в качестве передающей мнение определенного имама другого мазхаба. Вот так он имеет право передавать. То есть сказать, имам Абу Ханифа в таком-то мас'алате, например, дозволил в вопросе заката выплатить деньгами, например. Вот так имеем право, как накиль, как передающий рассказать может. А как выносить хукму от себя, если он то есть муштахид аль-мазхаб здесь, то он здесь по своему мазхабу говорится. Вассавабу, а он дальше Ибн Кайим говорит: аннаху иза тараджаха индаху каулу гайри имамихи бидалилин раджихин, фалаху ан юхариджа аля усули имамихи ва каваидихи. Вот это, которое на самом деле практиковалось. И вассавабу, он считает, Ибн Кайим достоверным, считает и правильным, если вот этот муштахидуль мазхаб, как имам Навави, рахимахуллах, если возле него считается раджих, преобладающим и более достоверным, каулю гайру имамихим, слово не его имама, а другое слово считается более достоверным, и для этого есть далилюн раджих, достоверный такой далиль, тогда этот муштахидуль мазхаб, как имам Навави, рахимахуллах, фаля будда ан юхариджа аля усули имамихи ва каваидихи. Он должен выводить вот этот хукму, который опирается на более достоверный далиль, из правил же и из основ своего же имама, говорит. Например, имама Шафи'и, рахимахуллах. Почему говорит? Фаинналь аимата, поясни, все имамы муттафикуна, единогласны, аля усулиль ахкам, на основные правила, на далиле, из которых выводятся ахкамы, основные далили, говорят, они все единогласны.
وَمَتَى قَالَ بَعْضُهُمْ قَوْلًا مَرْجُوحًا, если кто-то из них в каком-то мас'алате сказал марджух слово, слабое слово, если сказал фаусулу, то правило того же самого же имама и его основы таруддуху не принимает этот каулюн марджух, слабое слово. Ватактадил кауля раджих, и требует более достоверное слово. Факуллю каулин сахих, поэтому каждое достоверное слово, достоверное мнение, фахуа юхарраджу аля каваид аль-аимати биля райбин, без сомнения она извлекается и выносится из правил каждого из имамов, говорит, муштахидов. فإذا تبين لهذا المجتهد المقيد, если для этого муштахид аль-мукайяд, то есть муштахид аль-мадхаба, как имам Навави, рахимахуллах, для него разъяснится и станет возле него известным руджхану хадаль кауль, преобладание этого слова, достоверности какого-то слова, васихату маахадихи аля каваиди имамихи, и что это же слово и это же решение выносится из правил своего же имама, тоже, например, имама Шафи'i, например, фаляху ан юфтия бихи, он имеет право выносить фатву, исходя из этого. Вабилляхи тауфик, говорит. Это и практиковалось на самом деле. Это же и есть ответ для тех, которые говорят, почему мы берем минхадж имам Навави в качестве основы по шафи'ийскому фикхе, а не берем книгу Аль-Ум, которую составил аль-имам аш-Шафи'и, рахимахуллах, сам. В качестве основы по фикхе Шафи'и берем минхадж, а не берем аль-Умму. Вот почему вот это говорится здесь. Ответ получаем здесь. Ибн аль-Кайим в другом месте, рахимахуллах, в книге А'лям аль-Муаки'ин, 3-м томе, 167 странице говорит, насчет мукаллидов и насчет, то есть таклида, насчет следования за мнением другого, не зная его доказательства, в чем бы это ни было, в общем делит его и делит на несколько кисмов, на несколько разделений. Он говорит здесь: «Викру тафсиль аль-каули фи таклиди ванкисамуху, иля ма яхруму аль-каулу фихи валь-ифтау бихи, ва иля ма яджибу аль-масиру илайхи, ва иля ма ясугу мин гайри иджабин». Есть вид таклида, который запрещается делать. Такой вид таклида тоже есть. И который нельзя, что можно такой таклид сказать, тоже нельзя говорить. И фетву выносить, что так нужно делать, тоже нельзя. Этот вид таклида, такой есть, один вид. Другой вид таклида, который обязательно делает таклид. Такой вид таклида тоже есть. Ва иля ма ясугу мин гайри иджаб. Есть третий вид таклида, который и не обязательно, и не запретно, который дозволяется делать. Так он разделил таклид на 3 вида. Первый вид, который запрещается делать, какой таклид запрещается, он объясняет. Фааман нау'уль ауаль, фахуа салатату анва'. Первый вид, то есть запретный вид таклида, делится на 3 вида тоже. Первый, ахадуха аль-и'раду амма анзаля Аллаху ва адаму илтифати илайхи, иктифаан би таклид аль-аба. То есть отворачиваться от того, что Аллах Та'ала не спасал к нам, то есть от Корана, от сунната пророка, алейхиссалату вассалам, отворачиваться от религии Аллаха и не смотреть, что говорится в шариате Аллаха, а делать то, что родители делали, отцы наши делали, и вот так делать, несмотря это правильно ли по шариату или нет, вот этот вид следования, вот это запрещается, говорит. Это один из видов. Второй вид, ат-тани, таклиду ман ла я'ламу аль-мукаллиду аннаху ахлун ли ан юхада би каулихи. Этот вид таклида тоже делается в наше время. Запретный вид. Это следовать за тем человеком, которого ты не знаешь, он заслуживает ли за ним следовать или нет. Следовать за тем человеком, который неизвестно, он обладает ли достаточными знаниями для иджтихада или же нет. Вот за таким человеком следовать тоже, он говорит, запретно. А если мы знаем конкретно, что он не обладает, не обладает уровнем иджтихада и не обладает теми знаниями, которые позволяют ему делать иджтихад прямо из Корана, из хадисов и выносить из них хукму, это сюда касается. Ибн аль-Кайим говорит, это запрещается делать. Это запретный вид таклида. И третий вид таклида тоже от таклиду ба'да киямиль худжа
وظهور الدليل على خلاف قول المقلد. Этот вид тоже делают некоторые упрямые люди, которые говорят, это следовать за кем-то, после того, как утвердился и установился далиль, который указывает на недействительность того, за кем ты следуешь. После этого тоже упираться и держать его слово, вот это тоже говорит запретный вид таклида. Хасан, Абу Юсуф, рахимахумаллах, когда они исправили своего же имама, исходя из них, они говорят, вот здесь имам Абу Ханифа вот так сказал, более достоверным является это. Они когда говорят оба, вот по мазхабу имама Абу Ханифа, всем известно, принимается их мнение. Слепое исследование не делали ученые ислама, даже вот за этими 4 имамами. Когда они видели, что это слово, чем это более предпочтительное и более достоверное другое слово, в мазхабе этого же имама считается, хоть глава этого мазхаба имам, в его мазхабе считается более достоверным то, что является достоверным. Очень много таких моментов. Имам Абу Ханифа, рахимахуллах, сказал одно, Мухаммад ибн Хасан, рахимахуллах, и Абу Юсуф, рахимахуллах, ученики имама Абу Ханифы, которые иштихад делают, муштахидуль мазхаб, как считается у них, они по его же правилам, они говорят, вот здесь Абу Ханифа, вот по его мазхабу должно быть так, они говорят. И в мазхабе Абу Ханифы считается вот то, что они сказали потом оба. И также по имаму Шафии, рахимахуллах, тоже такой же есть. И в других мазхабах тоже. Муштахидуль мутлак, имам Навави, когда одно говорит, по правилам имама Шафии, который изучил правила и основы имама Шафии, и говорит, вот здесь по его правилам должно быть так. И это более достоверно, когда говорится, принимается это слово. И поэтому в шафийском мазхабе у нас книга Минхадж является опорой и как позвоночник шафийского мазхаба. Такой тоже очень актуальный вопрос задали этому Ибн аль-Кайиму, рахимахуллах. В 4-м томе этой же книги А'лям аль-Муаки'ин, 196 странице. 196 странице. Аль-фаидатуль хадияту валь-ишруна. 21-я польза, говорит он. Вопрос такой ему. Иза тафаккаха ар-раджулю وقرأ كتابا من كتب الفقه أو أكثر وهو مع ذلك قاصر في معرفة الكتاب والسنة وآثار السلف والاستنباط والترجيح فهل يسوغ تقليده في الفتوى؟ Вопрос перевожу. Если какой-то человек прочитал одну книгу или же несколько книг по фикхе, но хоть он прочитал несколько книг по фикхе, но вместе с этим, если он не обладает достаточными знаниями Корана, сунната пророка, алейхиссалату вассалам, в области Корана и науки Корана, и также в области сунната и наук сунната, улумуль Корана ва улумуль хадис, и также не обладает достаточными знаниями фи атари салафи, асхабы, табиин и так далее, что они сказали. В этих тоже, если он достаточными знаниями не обладает, каждый что говорил, как поступал, какие решения выносили. И также, если он не обладает истимбат, извлекать и выводить шариатские нормы из Корана, из хадисов, достаточными знаниями, если не обладает, чтобы тарджих делать, перевешивать одно мнение над другим, и вот это сильнее, чем тот, вот так сказать. Для этого тоже есть достаточными знаниями, если он не обладает. И вместе с этим, если он выносит какие-то хукмы и фетвы, как это часто встречается у нас. Многие молодые люди есть, несколько лет в арабских странах, которые были, несколько лет в начальных курсах, которые учились, несколько книг, которые по разным наукам прочитали, по фикху или другим, но достаточными знаниями, как он здесь, Ибн аль-Кайим, рахимахуллах, говорит, в знаниях Корана, сунната, атару салаф, для истимбата, для тарджиха, если он не обладает, вот можно ли, когда он выносит какой-то хукму и фетву, противоречащий мнению муштахидов, мазхабов, можно ли за ним следовать? Вопрос задали ему. Он говорит, фиги линнаси арбаату акваль. У ученых есть по этому поводу 4 разных мнения, говорит.
мы укоротим. Он говорит дальше, «Вассавабу фихи», и перечисляет эти 4 мнения, и говорит, более достоверное из них, говорит Ибн аль-Кайим, рахимахуллах, «Вахува аннаху инкана саилу юмкинуху ат-тавассулу иля ра'и алимин яхдихи сабиля лам яхилля лаху истифтау мисля хада». استفتاء مثل هذا ولا يحل لهذا أن ينسب نفسه إلى الفتوى مع وجود هذا العالم, говорит. Очень четко, ясно сказал, рахимахуллах. Если же этот человек, который спрашивает у такого человека, который не обладает достаточными знаниями, которых он сказал, хоть прочитал несколько книг по фикху и других науках, нельзя, говорит, если этот спрашивающий человек может найти другого алима, узнать мнение муджтахида, что он сказал по этому вопросу, если он может узнать, который наставляет его на правильный путь, ему нельзя обратиться к такому человеку. Лям яхилля лаху истифтау мисляда. Вот такому человеку спрашивать и обращаться за фетвой, лям яхилля, не дозволяется. Валя яхиллю лихада, также не дозволяется этому же человеку, который вот так ограниченный и малыми знаниями, ему тоже не дозволяется аньянсиба нафсау иляль фатва, себя вот поставить на уровень выносящего фатва и выносить шариатские решения, не следуя за муджтахидами. Ему тоже не дозволяется, если есть муджтахиды и ученые, которые обладают иджтихадами, обладают уровнем иджтихада. И в наше время тоже, если вот эти муджтахиды, имам Шафии, рахимахуллах, имам Ахмад ибн Хамбаль, имам Малик, рахимахуллах, и имам Абу Ханифа, рахимахумуллах, аджмаин, хоть они сами своими телами, хоть они отсутствуют, но их иджтихады, их фатвы, которые они делали, выносили, их иджтихады дошли до нас. И также муджтахиды мазхабов и ученые, что сказали, дошли до нас. И есть в наше время ученые, которые знают мнения и фатвы, и нормы, шариатские нормы, которые они выносили из Корана, из хадисов по своим иджтихадам. Это тоже есть у нас. Поэтому обращаться к тем алимам, которые передают тебе мнение и решение этих муджтахидов, это будет считаться обращением к этим же муджтахидам. А не обращаясь к ним, выносить от себя фатву, выносить это хукм из Корана, из хадисов, пророк, алейхиссалату вассалам, самостоятельно, кто не достиг до иджтихада, он говорит, ему и не дозволяется это делать, и спрашивать у таких людей другим тоже не дозволяется, говорит, запретным является. Дальше он продолжает, «Ваиллям якун гайруху», а если же нету другого, если же муджтахида нету, или же нету того человека, который знает мнение этих муджтахидов, и есть вот это, который ограниченный в знаниях человек, который больше, чем тот, который спрашивающий обладает знаниями. Вот в этом случае говорит, وَإِلَّمْ يَكُنْ غَيْرُهُ بِحَيْثُ لَا يَجِدُ الْمُسْتَفْتِي مَنْ يَسْأَلُهُ سِوَاهُ فَلَا رَيْبَ أَنَّ رُجُوعَهُ إِلَيْهِ أَوْلَى مِنْ أَنْ يُقْدِمَ عَلَى الْعَمَلِ بِلَا عِلْمٍ. Только в этом случае можно ему обратиться к тому, который больше, чем он обладает знаниями, хотя он тоже ограниченный в знаниях. Без сомнения, тогда можно говорить, чтобы не делать амал, вообще, чем ничего не знает, чем делать, хоть кто-то что-то знает, вот за ним следовать. Это будет следование фас'алу ахля зикри ин кунтум ла та'ламун. Если вы не знаете, спрашивайте тех, которые обладают знаниями. Другой вопрос, тоже Ибн аль-Кайиму спросили, рахимахуллах, в книге А'лям аль-Муваккиин приводится 4 том, 215 страница. Его спросили, «Халь яджузу лиль хайи таклидуль майит». Как раз этот вопрос связан с тем, что выше только что сказали. «Халь яджузу лиль хайи таклидуль майит». Дозволяется ли живому человеку, как мы, следовать за умершим муджтахидом, таклид делать за умершим муджтахидом, «Валь амаль би фатва» и делать амал с его фатва, с его решением. «Мин гайри ихтибариха биддалили муджиб ли сиххати аль-амали биха». Не рассматривая тот далиль, на который он опирался и который обязывает нас, чтобы не рассматривая тот далиль, на который он опирался, который необходим для действительности любого амала. «Фихи ваджхани», сказал Ибн аль-Кайим, в нем есть два ваджха, говорит, для асхаб имам Ахмад, для учеников имама Ахмад ибн Хамбаля, рахимахуллах.
Фаман манааху, те, кто из них, кто запретил делать такое, Гаккаля, он сказал, يجوز تغيير اجتهاده لو كان حيا فإنه كان يجدد النظر عند نزول هذه النازلة. Он говорит, те, которые говорят, нельзя следовать, хоть их мало, очень, они говорят, может этот имам объясняет это свой запрет, почему они запрещают. Может, если этот имам остался бы живым, он, может, изменил бы свое мнение, говорит. Поскольку каждым новым мас'алате он же иджтихад делал, может, изменил бы, говорит. Вот поэтому не принимаем, говорит, мнение умершего муджтахида. Это очень мало кто так сказали. Но дальше он говорит, вассани, а второе мнение, говорит Ибн аль-Кайим, рахимахуллах, аль-джаваз, что дозволяется делать. Ва алейхи амалу джами'иль мукаллидина фи ақтарил ард. И вот этому мнению, то, что дозволяется делать таклид за умершими муджтахидами, этого же мнения придерживаются все мукаллиды на земле, говорит, где бы они ни были, фи ақтарил ард. Ва хияру ма би айдихим, самое лучшее, что есть в руках у мусульман, это, говорит, таклидуль амват, то, что оставили эти умершие муджтахиды своим телом, которые умерли, ихние труды, ихние работы, говорит. Исследование за этими умершими имамами, это самое лучшее, что есть в руках мусульман, говорит Ибн аль-Кайим. И дальше он говорит, «Валь аквалу ла тамут бимаути каилиха». Слова и решения, которые выносили эти муджтахиды, они же не умирают, говорит, смертью этих же имамов, говорит. «Кама ла тамутуль ахбару бимаути руватия». Так же, как не умирают те вести, те хабары, которые дошли до нас, смертью тех, которые передавали эти хабары. Например, за то, что умерли передатчики хадисов, хадисы же не умирают. Мы же берем же эти хадисы, хоть передатчики хадисов умерли. Вот так же мнение ученых, муджтахидов и решения, которые выносили эти ученые ислама, тоже не умирают, тоже остаются, хотя эти муджтахиды, которые выносили эти решения, они умерли. Вот так говорит Ибн аль-Кайим, рахимахуллах, четко, ясно. Рахимахуллах. Такой вопрос, такое изречение, ибарат есть, такой ибарат есть у ученых ислама, которые говорят, мадхабуль аммии, мадхабу муфтихи, валайса лиль аммии мадхабун муайян. Перевод этих слов. Мадхаб простого человека, мукаллида имеется в виду, является мазхабом его же муфтия, тот, который ему выносит шариатский хукма, муфтия является. Вот муфтия решение, муфтия мазхаб, мазхаб для этого же простого человека, аммия мукаллида, говорит. И исходя с этого, говорят, нету для простого человека своего мазхаба, говорит. В каком смысле это? Это надо правильно понимать, вот это решение и выражение ученых. Некоторые эти слова приводят и говорят, вот авам человек, у него не может мазхаба, и путает людей как только могут. Здесь что имеется в виду, что имеет в виду этим словом ученые? Имеется в виду, когда простой человек, у него возникает какой-то вопрос. Он что делает, мукаллид? Поскольку он сам не может выносить шариатский хукм из Корана, из хадисов, извлекать из него шариатские хукмы, он обращается к кому? К тому, кто обладает этими знаниями для вынесения и для извлечения шариатского хукма из Корана, из хадисов. То есть муджтахид обращается. Муджтахид и муфти это одно и то же. Фил асли, в науке усул фикhi, это имеется в виду. Муфти и муджтахид, усул фикhi это один и тот же человек. Муфти сейчас хоть называют муфтиями по каким-то муфти ханафийского мазхаба, когда говорит, муфти шафиийского мазхаба, или там так-то, какой-то человек муфти, когда говорит, это в переносном смысле, а не в прямом смысле, которых мы называем муфтиями. Они что делают? Они передают нормы и решения, которые вывели и вынесли муджтахиды из Корана, из хадисов. Эти муфтии. А здесь мы имеем в виду, муфти здесь как муджтахид, как усул фикх ученые имеют. Дальше говорит, вот, скажем, объясняли мы это, муфти, простой человек, мукаллид, он обращается к муджтахиду за решением этого вопроса. И муджтахид выносит шариатские хукмы. Потом он в другом месте оказался, вопрос у него другой возник.
он обращается к другому муджтахиду, который возле него поблизости есть. И тот муджтахид дает ему ответ. У него раньше был это мнение, а сейчас у него этот человек в этом вопросе следовал за этим муджтахидом. А сейчас в этом вопросе он спросил другого муджтахида, последовал за ним. Потом в третьем вопросе за третьим. В четвертом вопросе, если нашел муджтахид аль-мутлак, за четвертым. Вот это имеется в виду, когда говорится, что у простого человека своего конкретного мазхаба нету, его мазхаб есть мазхаб его муфтия, когда говорится муджтахида. Это имеется в виду. А не имеется в виду, что он безмазхабный, должен извлекать из Корана, из хадиса, он ничего не понимает. Нет. Он должен следовать как мукалид за муджтахидом. Исходя с этого, простой человек, как мы сказали, у него остается только вот этот такой вариант: следовать за муджтахидами, обращаться своими вопросами к муджтахидами. Но если он сейчас, в наше время, не находит муджтахида, муджтахидуль мутлака, он тогда что делает? Он должен искать алимов, которые знают решения, которые выносили эти муджтахиды по конкретным вопросам. Что они говорили, что они делали. Спрашивает и обращается к этим алимам. И эти алимы передают ему фетву и решения, которые выносили эти муджтахиды. И этим самым этот простой человек, который обратился к этим алимам, считается таким человеком, который следует мазхабу того муджтахида, за мнением которого он обратился к этому алиму, который знает мнение того муджтахида. Вот вопрос, были ли другие муджтахиды, кроме четырех муджтахидов, есть ли другие муджтахиды, были ли такие? Да, были такие муджтахиды. Конечно, вообще некоторые спрашивают, что было до 4 мазхабов, до 4 имамов, что делали другие мусульмане до появления этих 4 имамов. Ничего не изменилось. До появления 4 имамов были другие имамы. И все люди спрашивали этих других имамов. Были во время даже этих 4 имамов, как имам аль-Аузаи, рахимахуллах, имам Аби Саур, и такие другие муджтахиды тоже были. До них были среди асхабов тоже были разные муджтахиды. Не все асхабы же одного уровня были. Были среди муджтахидов, среди асхабов, как Ибн Аббас, радийаллаху анхума. Асхабы некоторые только у него спрашивали, любой вопрос, который возникал, обращались к нему. Кто тогда Ибн Аббас, радийаллаху анху? Ибн Аббас, радийаллаху анху, он тогда имам, то есть муфти, а тот, который у него спрашивает, асхаб, это мустафти, то есть мукаллиды. Также, например, был Ибн Аббас и Ибн Мас'уд, радийаллаху анху. Его мазхаб, его иджтихады, его шариатские решения, которые он выносил, исходя из Корана и сунната пророка, алейхиссалату вассалам, его мнение и его учеников распространился в Ираке. Известно это тариху ташри'и, в науке тариху ташри'и, кто немножко прочитал вот эту науку. Абдуллах ибн Умар, асхаб, радийаллаху анху, его иджтихады, его фетвы, его шариатские нормы распространились в Хиджазе. Также среди табиинов приводит пример Муджахида, рахимахуллах, и также Ата ибн Аби Рабах. Они были муфтиями в Мекке. Даже халифа в их время назначил этих табиинов, именно чтобы они выносили шариатские нормы, а даже другим запретил, и все у них спрашивали. Никто инкар не делал, и сами они тоже инкар не делали. Это означает, что следовать за имамом, что не обладающий знаниями для иджтихада, что он должен следовать за обладающими этими знаниями. В этом есть иджма, говорится, поэтому. Потому что во время асхабов это так было, никто инкар не делал. Во время табиинов это было, никто инкар не делал. И также после них тоже было. И после них вот до сих пор 4 имама, их мазхабы больше распространились и дошли до нас. Вот вопрос следующий. А почему именно эти 4 мазхаба? Почему именно за этими 4 имамами следуем, а не другими? Почему не следуем за имам Аузаи и другими? Потому что, говорится, в тариху ташри'и ученые ислама объясняют, потому что эти ученые, их труды, их фетвы, их иджтихады, над ним их ученики очень много вложили труда, трудились над их работами, над их иджтихадами трудились их ученики, уточняли и проверяли их труды, как
вот, в соответствии их правилам. И также их труды сохранились и дошли до нас. Труды этих 4 имамов тадвин сделаны, то есть записались в книгах их решения по разным вопросам, по разным разделам фикха, по разным вопросам нашей жизни. Их фетвы известны. И это сохранилось и дошло до нас. И это достижение этих фетв, их работ до нас дошло тоже достоверным путем, достоверной цепочкой. Вот по этим причинам, за то, что вот эти причины есть, поэтому именно эти 4 мазхаба распространились по всему миру. Ученые ислама все, когда увидели достоверность этих мазхабов, что они не просто так с воздуха говорили что-то, не что-то по своим страстям говорили, а все их шариатские нормы, шариатские решения, которые выносили их фетвы, основывались именно на Коране и на суннате, на иджмае, на киясе, которые иджма и кияс основанные тоже на Коране и суннате. Из-за этого исламский мир, ученые исламского мира приняли их труды, исследовали за ними. И в этом тоже есть иджма аль-умма. И сейчас какой бы глупый человек, это, скажем, глупый, который умудряется и обязывает следовать за ним, который он немножко что-то прочитал, и запрещает мусульманам следовать за этими великими учеными, которые весь исламский мир испокон веков принял их, миллионы и миллионы мусульман, запрещает следовать за этими учеными и велит следовать за ним. Это же какой же это должен быть упрямый и такой, скажем, смелый человек, который не боится наказания Всевышнего Аллаха и его гнева.